Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. Давайте посмотрим, что он сегодня думал о вас. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, обратитесь к нему мысленно либо вслух, спросите его, да? Пусть расскажет, что он сегодня думал о вас, какие мысли о вас его сегодня посещали. Итак, мои хорошие, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, вот это думал, вот это дает мужчина. Мои хорошие, отсыпка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Итак, мои хорошие, о чем же он сегодня думал? Так, во-первых, он думал о том, что ему хочется отдыхать. Отдыхать и отдыхать именно с вами. Не просто там где-то там поваляться на пляже, а именно вот позажигать. Вот яркости хочу, эмоций хочу, драйва хочу, приключений хочу. Вот именно вдвоем. Может быть, вы накануне что-то обсуждали, какой-то отдых обсуждали. Может быть, он там каких-то роликов в ТикТоке либо Ютубе обсмотрелся. И прямо он прям представлял, да, что он вместе с вами в каких-то там невероятных условиях находится. Какие-то приключения, да, хочется приключений. Если честно, у мужчины прям пунктик на страсть и на приключения. То ли он правда засиделся, то ли как-то скучно вы живете, то ли ему в интимном плане вас как-то не хватает, да, маловато. Вот хочется ему вас украсть у всего мира и вот куда-нибудь с вами рвануть прям подальше, чтобы никто не видел и не знал, чтобы оставили вас все в покое, и вы только друг другу принадлежали. Но опять же, что-то связано с адреналином у него идет. Может быть, он хотел бы близости с вами в каком-то там месте, не предназначенном для этого. Вот об этом он думал. Думал, как хорошо вы вместе смотритесь. Думал, как вы хорошо друг другу подходите. Ладно, скажу, вы только не обижайтесь. Он вас сравнивал с какой-то другой женщиной. Ну, не то чтобы прям сравнивал, скорее как параллели проводил. И для себя сделал такой вывод, что вы гораздо лучше. Либо вы во всем лучше, чем та другая женщина. Да, и такое могло быть. Так, а здесь показывают нам его жажду. То есть он такой, я типа пить хочу, да, либо я кушать хочу. Но эта жажда не к еде и не к воде, а к вам. То есть хочется ему вас очень сильно. И если ваши отношения не дошли до этой точки, то он уже просто сходит с ума. В штанах у него явно жарко, и он прям поскорее с себя хочет их сбросить. Если вы вместе с этим человеком давно, и у вас уже все там стабильно происходит, то ему реально мало времени, которое вы проводите вместе. Да, ему хочется большего и больше. Чаще, регулярней и, возможно, в каких-то новых других условиях, да, чтобы там, может, с игрушками для взрослых, чтобы как-то нестандартно, не знаю, там, как в фильмах показывают. Но вот чего-то хочется. Он говорит, я голодный, я пить хочу. То есть, опять же, подразумевает, что он вас хочет, да, вот именно близости с вами хочет. Может быть, он и правда какие-то видео посмотрел. Почему-то мне идет эта информация, что он что-то смотрел.
и на что-то очень сильно возбуждался, и прям о вас думал тоже параллельно, что вот я хочу именно с ней это попробовать. Да. Но он, конечно, вам об этом не скажет, разве что может намекать, и то очень, так знаете, деликатно и тонко. Он знает, что вы, женщина, себя блюдете, и на такие всякие развратные штуки навряд ли согласитесь. Поэтому открыто он вам об этом не скажет. Но, тем не менее, он об этом думал. Он думал, и он думает об этом часто, как я понимаю, не только сегодня. Он часто об этом думает, он часто что-то смотрит и прям вас представляет. Вообще, мне кажется, что он у вас какой-то тайный эротоман. Да, возможно, у него там всякие журналы есть, и видео всякие, ну, там запрещеночка. И он этим балуется. Балуется, да. Если мужчина уже там постарше у вас, там больше 40, там 50 с чем-то, то да, прям чувствует, что хочу попробовать. И да, пока стоит, хочу попробовать. В таком ключе. Так, помимо всех этих его фантазий, была мысль о том, что у него из-за вас сердце болит. Из-за вас, либо по поводу вас. Сердце, говорит, у меня болит. Раньше этого не было. То есть это недавно что-то с ним приключилось, да, сердце у него начало болеть. Может быть, он и придумывает, а может быть, действительно там, стрессует из-за вас, либо, может, там, в силу возраста, да, уже там что-то начинает побаливать, и он почему-то к вам переносит, что типа из-за вас, да, из-за вас. Может быть, вы его там нервничать заставляете, может быть, вы перед ним какие-то невыполнимые задачи ставите, либо вы, когда ссоритесь, у него вот сердце начинает болеть. Но он вас не обвиняет, нет, не обвиняет. Наоборот, просто как факт, да, вот новые ощущения, вот сердце как шалит, побаливает, там, ёкает, что-то с сердцем у него происходит. Так, вас он видит на коне, то есть он вас видит успешной, целеустремленной, женщиной, которая знает себе цену, женщина, с которой нельзя шутить. Не потому, что вы там юмор не понимаете, а потому, что вы строги, прямы, и вы не любите всяких там недомолвок, либо наоборот там тени на плетени. Вы этого не любите. И еще он о чем-то очень сильно хочет с вами поговорить, но решиться не может. Какой-то вот разговор. Разговор о каких-то проблемах, то ли ваших, то ли его, а может быть ваших совместных проблемах. Вот решиться он не может. Он несколько раз пытался, но так и не смог договорить до конца. Он понимает, что разговор необходим, что время идет, ситуация, не знаю, там ухудшается, допустим. Надо что-то делать, но вот не могу. Он как каждый раз себе дает обещание, что он поговорит, но не говорит. Проблемы могут быть как и ваши, так и его, и ваши совместные могут быть проблемы. Так, чуть выше. С какой-то женщиной он общался, причем эта женщина себе что-то лишнее позволяла. Ну, допустим, там, не знаю, слишком улыбалась ему, либо близко к нему подошла, либо рукой его потрогала. И ему показалось, что кто-то, возможно, увидел, да, что вам могут это все рассказать, передать. И он такой думает, вот, блин, попал, да. Что, сказать самому, сделать вид, что ничего не было. Либо там, получить, да, тумаков за то, что с какой-то женщиной вот так близко общался. Но там ничего серьезного нет. Скорее всего, либо коллеги, либо какие-то знакомые. Но там именно женщина себе лишнее позволила. Он бы себе такого не позволил. Вот. Может быть, и никто не видел. Может быть, зря он там парится. Может быть, ему просто показалось. Но вот что-то было. И именно сегодня это было. Слишком близко к нему эта женщина подошла. Прям рядом с ним была. Как в угол его бедного зажала. Ему деваться некуда. И такой думает, ну все, пропал. Так, еще. Ему хочется от вас услышать какие-то слова. Слова, которые вы либо никогда не говорили, либо говорили когда-то давно.
ему хочется еще раз услышать эти слова. Может быть, там признание в любви, может быть, какие-то нежные словечки. Прям очень хочется, и почему-то ему кажется, что эти слова можно услышать только если подарить вам какой-то дорогой подарок. Наверное, все-таки про любовь. Да. Подумайте, девчонки, что вы ему говорили, причем давно говорили, возможно, один раз всего лишь говорили. Очень хочется услышать. Кстати, еще мысль была по поводу подарков. То ли не дарил он вам давно подарки, то ли какой-то случай будет у вас совсем скоро. Да? Вот ситуация, когда нужно подарить подарок. Может быть, годовщина, может быть, день рождения у вас будет. И вот он боится не угадать, думал о том, что нужно какие-то страницы листать. Ну, то ли, может быть, полазить в ваших соцсетях, то ли полазить по закладкам, которые вы себе оставляете, вот чтобы понять, да, что конкретно вы хотите, какой подарок вам прям по сердцу придется. Об этом, да, думал, о подарке думал. Но с деньгами у него как-то сейчас туговато. Это тоже есть, он вам всего не говорит. Для него это прям позор позорный. Да, если у меня денег нету, то я и не мужик. Вот такое у него отношение. И еще он думал о вас и о каких-то ваших то ли друзьях, подругах, то ли о родственниках. Ему очень хочется, чтобы вы как поменьше с кем-то общались, либо поменьше кому-то время уделяли. Но он не знает, как этого добиться. Но вот в открытую говорить, ну, может быть, он и говорил, ну, полбу получил. А теперь как опасается. Но и в то же время он понимает, что его бесит, да, бесят ваши подруги, либо бесят ваши родственники. Как отвлекают вас от него. Либо, может быть, вы его там заставляете с подругами встречаться, либо к родственникам постоянно его таскаете. Ему это не нравится. Не нравится, прям очень категорически не нравится. Вообще он хотел, чтобы вы только ему принадлежали, да? Только с ним бы там общались, что-то обсуждали, только ему доверяли. Но опять же, чувство собственника, не хочет ни с кем вас делить. Так, почему-то он еще очень сильно боится, что вы из него этого оленя сделаете, да, что рога какие-то трехъярусные. Непонятно. Ну, тут либо у него какая-то фобия по поводу измен, может, ему в прошлых отношениях изменяли, то ли, в принципе, он просто этого боится. Боится, что его там обманут, что ему изменят, что он там рогоносцем станет. Запросто может быть. Вы к нему присмотритесь. Либо поговорите по поводу этого. Видите, с вашей стороны вот трехэтажные рога у оленя. И вот она вы с каким-то мужчиной типа там, в тени прячетесь. Почему-то он этого боится. Может быть, какой-то бывший он ревнует. Может быть, кто-то из коллег к вам близок, там коллега-мужчина он ревнует. Как бы он старается об этом не думать, но как ни крути, такие мысли все равно в голове его рождаются, периодически его посещают. Что-то прям страх измен у него идет. Вот я боюсь, что мне изменят, я боюсь, что меня предадут. Я боюсь, что мне рога наставят. Так, на его взгляд, между вами все прекрасно, но хотелось бы лучше. То есть отношения хорошие, стабильные, но вот как страсти не хватает. Как, знаете, главная какая-то фишечка у него — это именно страсть. Страсть и интимная жизнь. Вот правда, ему кажется, что не хватает, либо мало, либо нерегулярно, либо когда же у нас начнется интимная близость. Вот такие мысли его посещают. Опять же, вы все разные, и все в разных условиях находитесь. Прям без этого уже не может. Ну, мужчина, что скажешь, да, мужчина, они все живут этими потребностями. Так, какая-то одежда, какой-то элемент вашей одежды.
Это низ. Это не верх, это низ. И у него мысли такие, да, вот покушение устроить на эту вещь. Вот куда-нибудь ее там, не знаю, порвать, спрятать, выкинуть. В этой вещи, либо она короткая, допустим, там, короткие шортики, либо короткая юбочка, либо это слишком обтягивающая вещь, вот, вы в ней невероятно соблазнительны, и он считает эту вещь, там, не знаю, порочной, скажет: о, на нее все будут смотреть, все будут любоваться моей красотой. Да, если вы понимаете, о чем я говорю, может быть, он там высказывал, либо намекал, там, не одевай, пожалуйста, эти шортики, либо там, не одевай эту юбочку. Девчонки, вы ее куда-нибудь от греха подальше перепрячьте, чтобы он ее не нашел. Иначе, правда, может испортить, ну, либо выкинуть. Вот прям переживают, чтобы вы эту вещь лишний раз не одевали. Уж тем более не одевали, когда он не рядом. На какой-то низ, юбка, шорты внизу. И прям он не любит эту вещь. Нет, он любит, когда вы для него одеваете, он очень любит, он очень возбуждается. Но когда он думает о том, что другие мужчины будут смотреть и возжелают вас, ему прям не по себе. Хочется прям головой об стенку биться. Винит он эту вещь. Не ваши прелести, а именно вещь. Что вот вещь слишком подчеркивает. Так что надо, девчоночки, что-то сделать. Ну, если подведем итог, в принципе, отсыпка очень неплохая. Ну, за исключением озабоченности этого мужчины. То есть он такой прям голодненький у нас, да? Говорит: хочу есть, хочу пить. Девчонки, он очень хорошо к вам относится. Да, конечно, он всего лишь мужчина. Есть у него там и свои страхи, и свои какие-то приколы, тараканы. Но в целом он горит к вам, и это очень хорошо. Он, вот видите, сердце свое вам отдал и ревнует вас. Я считаю, что он вас любит. Причем вот эти мысли, да, вместе, вот все мысли вот вместе с вами. Хочу быть постоянно вместе с ней. Мне эти мысли нравятся. Как ни крути, вот не хочет он от вас отдаляться, не хочет он вот самостоятельных каких-то действий, только вот с вами хочет быть. Вот ему вас реально не хватает. Вы его как на каком-то голодном пайке держите. То есть очень умелый, на мой взгляд, подход именно к мужчине. И чем дольше, тем больше у него интерес к вам, понимаете? То есть вы для него все-таки больше как закрытая книга. Книга, которую ему еще предстоит и читать, и изучать. Вот. Ну а страсти, вот они горят, любовь горит, все это горит. Кстати, это все у вас еще и взаимно очень идет. Взаимно. И любовь, и страсть, и влечение друг к другу. Ну, мужчина еще себя покажет. Покажет и любовь свою докажет. У вас еще все впереди с этим мужчиной. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.